Дискриминация – это когда люди с особыми потребностями живут в недоступной среде. Государства-участники обеспечивают, чтобы люди с инвалидностью могли иметь доступ к общему высшему образованию, профессиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей жизни, без дискриминации и наравне с другими. В Кыргызстане более 5500 людей с инвалидностью. Примерно 1000 детей с 7 до 17 лет не имеют возможности получить полное среднее образование. Из около 4500 взрослых – высшее. Образование имеют 18 человек, то есть 0,4%. С 2006 года Гульнур работала в школе города Нарын. В 2017 получила травму, после чего проходила длительное лечение и реабилитацию. После длительной реабилитации, когда она решила вернуться в школу, ее не захотели брать по причине инвалидности. Восстановиться на работу Гульнур смогла только после вмешательства юриста. Я написала заявление в школу. В 2020 году, в марте 24-го, директор действительно была удивлена. И она мне сразу задала вопрос: а как ты будешь приезжать и уезжать? А я сказала: это мои проблемы, как я буду приезжать и уезжать. В последний момент Толкунбек Маматович сделал звонок, и все разрешилось. Елена имеет инвалидность по зрению. В этом году она прошла курсы операторов колл-центра, владеет кыргызским и русскими языками. Однако в компании ей отказали в трудоустройстве. Сказали: извините, вы нам не подходите, так как у вас нет опыта работы. Я говорю: ну вы дайте хотя бы мне один шанс. Ну извините, у нас такие требования, у нас такие условия. А зачем просто так вводить закон и ничего не делать для этого? Статья 9 Трудового кодекса Кыргызской Республики о запрете дискриминации в сфере труда гласит, что каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав и свобод, не допускается неравная оплата за равный труд. Кроме того, в ней указано, что лица, которые подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обратиться в суд. Но, как показывают истории наших героинь, существует косвенная, скрытая дискриминация в отношении людей с инвалидностью в трудовой сфере. Ее сложно доказать, и поэтому почти нет обращений в суд по таким вопросам. Закон о содействии занятости, существовавший до настоящего времени, не предполагал привлечение нетрудоспособных. Он был всегда ориентирован только на трудоспособных граждан. До 2017 года существовала, такая политика, когда мы работали больше по медицинской модели. Соответственно, никогда не рассматривали с позиции, насколько он трудоспособен. И статистика тогда и показывала, что, да и законодательство показывало, что трудоустроить мы могли только людей, которые имеют третью группу инвалидности. Тем самым люди с инвалидностью первой, второй группы просто выпадали. На сегодня в стране из 200 тысяч людей с инвалидностью имеют возможность работать чуть более 14%. Как мы видим, люди с инвалидностью сталкиваются со множеством трудностей в вопросах трудоустройства. Несмотря на существующие гарантии в законодательных нормах и 5% квоту по созданию рабочих мест, и несмотря на наличие надзорных функций у инспекции труда в этом вопросе. По словам представителя этого ведомства, на сегодня нет четкого механизма осуществления контроля за исполнением закона и системы наказания в случае его нарушения. Вот в этом отношении следует разобрать инструменты имплементации надзора и контроля. Говоря о вопросах дискриминации людей с особыми потребностями при трудоустройстве и в трудовых отношениях, нельзя обойти и гендерный аспект, в том числе вопрос харассмента. Как указано в нормативно-правовой базе, гендерная дискриминация – это любое различие, исключение или предпочтение, которое ограничивает права и интересы лиц по признаку пола. Под харассментом подразумевается нарушение личных границ и субординации, приставание,
унижения и нарушения неприкосновенности частной жизни. Харассмент по отношению к женщинам с инвалидностью, он имеет специфичный характер. Ты женщина, ты с инвалидностью, кто на тебя посмотрит? Ты скажи спасибо, что я уделяю тебе такое внимание. Буллинг меньше, потому что меньше трудоустроенных женщин. В коллективе происходит какой-то вот завуалированный буллинг, да? Проявляется, может быть, не открыто. Ты не увидела, ты не учла, ты не успела или еще. И вот это вот продолжается, и она сужается, и доводит до того, что вот человек просто увольняется. Подводя итоги, поговорим о том, что необходимо для построения инклюзивного общества. Что может сделать государство, чтобы стимулировать работодателей принимать на работу людей с особыми потребностями? Государство само должно показать пример. Также самый крупный работодатель на сегодня – это государство. В своих структурах они могли бы применять норму квотирования. Пока само, я думаю, государство не покажет пример, не покажет, что могут эти люди работать. Нельзя от этого, этого требовать у частного сектора. Мы же говорим, что принудить бизнес. Да? Как государство может принуждать, если она сама не дала школьного образования? Если она не дала профессионального образования, высшего образования? В нашей стране нужно менять государственный подход в отношении людей с инвалидностью. Уходить от медицинской модели к социальной. Социальная модель не отрицает наличие физиологических отличий, но сдвигает акцент в направлении создания инклюзивного мира. Каждый гражданин должен жить в комфортной среде и иметь равные права и возможности получения образования и в трудоустройстве, чтобы жить полноценной жизнью.